Хакал. Стилизованный, да? Это еще не все. Там еще есть красивые. Зидакат. Девочки, помогайте заменить. Так, это стилизованный. Еще не все. Это еще стилизованный. Как? Пошла так куда-то. Ага. Вот, совсем маленький. Этот фокус был рассчитан на что? Вы все узнали, да? Почему узнается? Одно и то же украшение. Почему узнается? Форма одинаковая. Форма одинаковая. Вот я вот это и хотела услышать. Форма стилизованный, маленький, игрушечный, там, сувенирный, как хотите, скажите, форма узнается. И вот благодаря смыслам, которые заложены в этих украшениях, благодаря значимости, эти изделия, эти украшения прошли через века. Меняется наполнение. Вот меняется вот это вот, что внутри. Форма не меняется. Вот как она была, форма родилась в домусульманское время. Ислам это 15-й, да, это средние века. Это значит до средних веков вот эта форма устоялась, выжила, дошла до нас, мы знаем название, мы узнаем, даже хоть как измени, да, вы все равно узнали. Почему? Потому что это смыслы заложены ценности. И вот сейчас мы с вами эти смыслы попробуем узнать, попробуем раскрыть. И я к чему вот этот вот фокус провела, к чему так акцентирую ваше внимание. Просто хочу сказать, что если это украшение, эта вещь дошла через века до нас со своими сакральными смыслами, значениями, ценностями, то мы какое право имеем вот вмешиваться и менять форму, менять эти вековые смыслы, менять вот эти вот предназначения, не зная, не понимая, вот это все менять. Вот чтобы менять, надо быть, наверное, очень профессиональным художником, очень талантливым. Вот, например, как Александр Данилович Кирдякин, у него видели нагрудники, он сохранил форму, он поменял наполняемость, но это читается, узнается, это не чье-то украшение, это башкирское. Вот это, высший пилотаж, вот такой вот подход. А когда берут, просто меняют цвет, желтые, зеленые, синие, меняют наполняемость какими-то сеточками, которые здесь не предусмотрены, никогда не жили, никогда не были. Они чужеродные, они вообще смысл меняют. Вот меня вот это поражает, удивляет. Я не понимаю, как можно вот для меня вот, например, это что-то такое святое, что-то такое сакральное, что-то такое вот такое, дорогое, которое дошло от предков. Это часть, да, культуры, часть истории. И поэтому, если мы меняем, если мы что-то хотим или облегчить, чтобы носить в современной одежде, или как-то, то, пожалуйста, к этому относиться очень-очень так аккуратно, с умением, сознанием, с каким-то трепетом и восхищением. Поэтому вот, надо сказать, что я с этим изоляцией активно в интернете смотрю все работы, вижу, иногда возмущению нет предела, ничего не пишу, не это, но внутри очень, меня это огорчает. А когда я вижу работу такую аккуратную, которая вот, понимаешь, что девушка мастерица что-то
увидела, что-то сохранила, что-то поняла, это очень-очень радует. Вот. И меня еще радует тот факт, что очень много молодежи занимаются реконструкцией. Это так здорово, это так радует. Очень радует вот этот конкурс, очень радует молодежь, которая, которую мы, как сказать, не догоняем, они в интернете владеют всей информацией, все это, и все делают быстро, по-современному. Это очень-очень радует, потому что вот сельтяровцы сидят, не дадут соврать. Мы когда начинали, кроме вот нас, бабушек, раз, два, три, никого и не было, молодежи не было. Поэтому очень это радует, и по всей республике этот, как можно сказать, эпоха Возрождения. Мы возрождаем эту культуру ношения этих украшений. Почему слово возрождение? Потому что вот это украшение, это рождение. Это рождение. Вот давайте разбираться, почему рождение. Вот любой костюм народный, он отражает мировоззрение народа, вот как они раньше понимали. Раньше понимали люди мир вот так, что мир по горизонтали и по вертикали. По вертикали это был верхний мир, это был средний мир, это был нижний мир. Вот украшение, головное украшение и украшение наплечное, нагрудное – это верхний мир. Верхний мир самый значимый, самый ценный, самый-самый важный в жизни человека. Горизонтальный мир – это части света, это день, ночь, это солнце, луна, это круговорот, это рождение. И женщина, как продолжательница рода, она еще владела понятием, времени, потому что она родила, и это идет куда, ребенок? Это наше будущее. Мы знаем, мы обязаны были знать прошлое предков, до 7 колена, и женщина была вот этим переходом в будущее. И вот красный цвет, я почему на цвет обращаю внимание, красный цвет, обрамленный черным цветом, это цвета рождения. Марьем – это из арабского через тюркские языки слово маржан, которое означает коралл, да? И по народам, которые живут в Сибири, у них там, у шаманов, есть значение, что каждая бусинка – это детские души, это души детей. И вот женщина, она носит, она оберегает эти души, она призывает эти души, если она молодая женщина, или если это мать, то она души детей своего рода она оберегает. Вот. И серебро. Конечно, и было золото, но самый ходовой это было серебро. Серебро – это энергия Луны, энергия опять верхнего мира. И вот кто-то говорил, что женщины хранили нагрудники между стеклами в окнах. И мне тогда было непонятно, почему. Носили куда-то. А между стеклами, чтобы энергию напиталась, лунную энергию ночью, когда ты не носишь, и днем одевают, и вот этой энергией себя вылечивают или вылечивают, помогают оберегать людей, которые рядом с тобой. Поэтому вот цвета, не все мы знаем, не все мы догадались, не все можем мы понять, но каждый цвет, размер, расположение, вот все указывает на, имеет какой-то смысл. Вот в нагрудниках, вот вы пройдете,
В нагрудных украшениях вы пройдете по залам, увидите, вот есть много изделий, где вот большие вот по краям пришиты или кумбазы, или монеты, или броши. Вот это подразумевает глаза. Вот чувашский костюм, там прям четко вышиты глаза. Обращали внимание? Видели? Если не видели, посмотрите, у них четко глаза. У нас в нашей культуре нет такого четкого выражения глаз, но они как бы подразумеваются. Глаза – это тоже верхними. Глаза – это значит, ну я вижу, у меня глаза открыты, я живу, я живая. Значит, это долголетие, это жизнь, это здоровье. Вот что означает, вот когда делаете, вот обычно вот так вот делают, как-то обозначают, вот здесь бывает. Это показывает, я могу видеть небо, вот пожелание такое. Вот потом у нас обычно идет хапал симметрично посередине и левая и правая половина. Мужская, женская, вот они как бы одинаковые. Потом вот здесь вот тоже идет, сначала идет крупные, но тоже симметрично. По краю всегда идет обрамление черным, ограничение, чтобы сюда внутрь ничего не попало, плохого, ненужного, чтобы была, ну, как граница. Защита. Вот. И вот это черное обрамление, оно передается и переходит сюда, да? И одежда, она работает только в комплекте. Поэтому обязательно должно быть головное украшение и нагрудные украшения, чтобы они вместе работали, вместе защищали, вместе оберегали. И украшение, оно оберегает не только женщину, самую женщину, не только оберегает ее здоровье, ее функции как женщины, она оберегает свой род, своих детей, она оберегает людей окружающих. И вот я прочитала, что с возрастом женщины, вот уже пожилые женщины, все меньше и меньше носили украшения, потому что передавали дочерям, передавали внучкам, но колец носили больше и больше. Девушки молодые носили мало, а пожилые женщины носили много-много. Я этого не знала, но всегда носила много. Теперь вот это не трудно, это не тяжело. И потом, пожилые не так много, может, работают, они как бы не мешают. Вот. В общем, и по возрасту, и по смыслам это тоже как бы все заложено. И потом еще другой смысл это, мы же знаем, это полукочевые народы, самое главное богатство это скот. Но скот это такое вот голод, непогода, холодная зима, и человек остался без своих пропитания, без своего средств к существованию, и поэтому всегда были мудрые и был всегда запас. Это запас был оружие, там лошади какие-то породистые, может быть, скакуны, мужское снаряжение и женские украшения, которые были семейным, как говорят, семейным банком, вложением, и они были очень легко было перевозить, очень легко было хранить, очень легко было показать богатство, достаток, одели, и никому ничего не надо объяснять и доказывать. Ваше финансовое положение, ваше богатство и из какой семьи. В общем, значений, смыслов очень-очень много. И вот когда я начинала, я слышала, что вот по костюму, там, по внешнему виду читают.
Я еще поражалась, думаю, ну как можно по костюму поэтому прочитать? Как вот? Оказывается, можно, очень даже можно, и это так интересно, ну, прочитывать, вычитывать, угадывать, и ну, как, чем больше знаешь, тем больше это интересно. И вот когда мы пытаемся делать украшения, некоторые думают, что это очень быстрая работа. Вот смысл здесь заложен рождение, на продолжение рода. Все украшения, самый сакральный смысл, вот по крайней мере, хакала такой, что это рождение, цвета рождения, призывы к рождению, здоровье женщины, благосостояние семьи, на продолжение рода, на рождение. И рождение нагрудного украшения – это тоже долго. Надо подобрать ткань, надо все это купить, чтобы подходило по цвету. Надо все-таки затратить какие-то финансовые вложения. Поэтому я знаю, вот кто делал реконструкцию или приближенно кто-то это не быстрая история, это достаточно долгая история. Но вам же не надо их много. Ну вот кто не на продажу делает, кто делает для себя любимый. Подождите, не спешите, соберите, но сделайте одно украшение достойное. Поэтому оно и называется украшение. И когда я, например, вижу солидную женщину или известную актрису, известную женщину деятеля, и ее показывают по телевизору, у нее тут китайские монетки. Сейчас мода такая. Дешевле. Нет, не мода. Дешевле, Это не мода, просто это дешевле. просто люди не знают, не Ругайся, понимают, не мне нравится. кажется. Поэтому, Когда соответствовать возрасту, соответствовать статусу, соответствовать своему званию башкирской женщины, чтобы украшение было действительно украшением. Поэтому вот от такой теоретической части, может, я по учительской привычке много говорю, поэтому прошу прощения, но вот свою мысль, свою эту хотела вам донести, что украшение должно быть украшением. И вот кто ездил за границу или вот в другие города, знают, что не просто провести, потому что здесь серебро, здесь драгметаллы, здесь камни, так ведь, да? Вот. И в музее украшения башкирской женщины хранятся в отделах нумизматики, не просто вот в одежде, а где... Правильно я говорю ведь, да, Ларис? В отделах, где драгоценные монеты и драгоценные камни, поэтому это действительно драгоценность. И вот просто был период в нашей истории, когда вот этот смысл, значение украшения потерялось. И оно из украшения стало нагрудником. Вот это стало вот этим.